Добрый вечер. В этом году очередная круглая дата со дня рождения Генрика Ибсена. И я могу поспорить, что вы не так уж много знаете норвежских писателей, ну, кроме, наверное, современных детективщиков. И следует сказать, что это, скажем так, особенность мировой литературы. До Ибсена мало кто интересовался этим регионом, скандинавскими странами. Как мне кажется, я вам смогу сегодня объяснить, дать свою версию, почему скандинавская литература, и норвежская в частности, стала интересной для читателей других стран именно с конца XIX века. Когда Ибсен написал, я буду говорить более подробно о двух его пьесах, это «Пеer Gynt» и «Кукольный дом». Они такие показательные и для Ибсена, и для литературы конца XIX века европейской. Ну и кроме того, они, наверное, более или менее знакомы читательской аудитории. Две формулы, которые встречаются в поэме «Пеer Gynt» – «Будь самим собой, будь доволен собой». Это вариация известной формулы из другого произведения, тоже шедевр мировой литературы, тоже типичный персонаж Фауст. У Фауста условия, при которой душа ученого попадает к дьяволу, это если он будет всем доволен и произнесет фразу «Остановись на мгновение, ты прекрасна». Он будет всем доволен, значит, он перестал дальше развиваться, перестал быть творцом, отказался от творчества и поэтому попал в руки дьявола. И здесь две формулы. Ну, в одном из переводов вот эта вот формула более нейтральная, будь самим собой, будь доволен собой. В переводе Карпа, вот, в библиотеке всемирной литературы, там более такая экспрессивный вариант «упивайся собой». Это говорят тролли, с которыми встречается Пеer Gynt в данной поэме. Поэтому Пеer Gynt – это такой аналог Фауста, хотя когда Ибсен писал свою поэму, он был абсолютно уверен, что за пределами Норвегии эта поэма будет неинтересна, что это сугубо национальная литература, но так же, как Дон Кихот читается испанскими читателями как краеведческий роман про Ла-Манчу, они там все знают, где его побили, где ветряные мельницы, с которыми он сражался. А за пределами Испании это такая аллегория философская. Вот примерно то же самое произошло с поэмой Пеer Gynt. Ибсен начинал как романтик, и его произведения условно делят на два вида. Романтические – это философско-символические поэмы, и остро-критические, социально-реалистические, которые описывают и критикуют современную Ибсену реальность. Сейчас это явление уже стало одиозным, но, забегая вперед, скажу, что одна из тем, которую раскрыл Ибсен в своих произведениях, это феминистская проблематика положения женщины в современном обществе. И пьеса «Кукольный дом» – это такой манифест феминизма. Сейчас это понятие уже достаточно одиозное, но вот можете по пьесе «Кукольный дом» посмотреть, на что это похоже, и как «Кукольный дом» в чем-то перекликается с таким очень далеким от него произведением, как наш советский боевик «Белое солнце пустыни». «Белое солнце пустыни». Вот. Там почти цитата есть, которая повторяет красноармеец Сухов в этом вестерне отечественном. Если кратко выразить тему поэмы Пеer Gynt, эта тема очень актуальная, она стала еще острее сейчас, но, как я говорю своим студентам, когда читаю курс литературы конца XIX века, массовая культура появилась в конце XIX века,
Информационное общество появилось в конце XIX века, желтая пресса появилась в конце XIX века, глобализация – это явление конца XIX века, поэтому произведения этого периода, они актуальны и злободневны, в том числе и сейчас. Так вот, если кратко описать основную тему этой пьесы, это драматическая поэма, то есть это драма, написанная в стихах, причем сам Ибсен не предполагал, что она будет когда-нибудь поставлена. То есть она писалась для чтения с листа. Но символистские режиссеры, в частности в России первым поставил эту пьесу Немирович Данченко, очень быстро восприняли этот текст. Они сами сначала его адаптировали к сцене, а потом Ибсен переписал для того, чтобы ее можно было ставить на сцене. Так вот, основная тема этой пьесы или драматической поэмы – как стать самим собой в мире, где царят копии и имитации. Вот как можно быть оригинальным, как можно сохранить свою самобытность, если ты, пытаясь сохранить свою самобытность, пытаешься быть не таким, как все, то попадаешь в очень большую толпу людей, которые тоже хотят быть не такими, как все. Пер Гюнт – это персонаж, который не был создан самим Ибсеном, это персонаж фольклорный. Собственно говоря, поэтому Ибсен и считал, что книга будет неинтересна за пределами Норвегии, потому что там очень много использовано фольклорных сюжетов, элементов. И так же, как Фауст, это реальное лицо, человек, живший в Норвегии в области Гудбрандсдалене, в конце 18-го, начале 19 веков. Правда, мало известно об этом человеке, факты биографии о нем мало известны, а известны сплетни. Эти сплетни были оформлены в виде сказок. Эти сказки старший современник Ибсена, писатель и фольклорист Петер Кристен Асбjørnsen, записал, включил в норвежские волшебные сказки, и в этих сказках Пер Гюнт наделен следующими качествами. Во-первых, он очень удачливый охотник, то есть персонаж положительный, борется со злом, с троллями и чудовищами, и любит хвастаться. Вот. Если мы посмотрим на эти характеристики, очень похожи на древнегреческого героя Улисса, Одиссея. И Пер Гюнт, если кто-нибудь знаком с сюжетом, он строится на мотиве возвращения домой. И там есть своя Пенелопа у Пер Гюнта, которая его ждет. Это тоже, этот пласт тоже есть. И считается, что Пер Гюнт был использован Джеймсом Джойсом, автором романа начала 20 века «Улисс», вот, как один из источников для его модернистского текста. В общем, Ибсен модернизировал образ Пер Гюнта, и он наделил этого человека чертами, типичными для людей конца XIX века. Что такое типичный человек конца XIX века? Наиболее наглядно в русской литературе он представлен в произведениях Антона Павловича Чехова. Помните, всем очень жалко, что Вишневый сад вырубят, но никто ничего не делает, чтобы его спасти. Да? Или чеховские интеллигенты знаменитые. Много переживают, много думают, но не способны к активным действиям. Так вот, в конце XIX века это было общепринятым мнением. Принято было считать, что современные люди измельчали. Мы живем в эпоху маленьких людей, слабовольных, неспособных к каким-то действиям. Причем Бог с ними, с хорошими действиями. Они не способны даже к плохим действиям. Что в пьесе Пер Гюнт особенно обыгрывается, я к этому еще вернусь чуть позднее. Вот это измельчавшие люди, и поэтому Пер Гюнт наделен этими же недостатками. Ну, считается, что это конец века, и кроме того, это кризис гуманизма, идеология гуманизма, о которой я тоже чуть позднее расскажу.
Вот. Слабый человек, который из всех трех качеств Пьера Гюнта из сказки наделен одним. Он патологический лжец. Он постоянно придумывает какие-то истории. Он наделен гигантской силой воображения. Вот единственное качество, которое отличает Пьера Гюнта и делает его выдающимся, из ряда вон незаурядным человеком, из ряда вон выходящим, это гигантская сила воображения. Вот. Пример. Хоть ты покамест и крепок, старик, срок твоей жизни уже невелик. Вижу, что ты закован в броню, но я на тебе одежду сменю. Вижу, руками трясешь, озверев, что же понятен твой яростный гнев, и все же судьба твоя решена. Вдруг прекращая работу. Враки, да это же просто сосна. Враки, не старый тут вовсе герой, дерево просто с обвисшей корой. Справлять нелегко такую работу. Да, как размечтаешься, входишь в охоту. Вот у него очень богатое воображение. Теперь, как вы думаете, откуда у него взялось это воображение? Из детства. Детство счастливое или несчастное? Отец был, но лучше бы его не было. Итак, мать Пьера Гюнта Оса объясняет, откуда у него такая сила воображения. Нет хорошей жизни. Нет хорошей жизни. Открою тебе. Это мать Пьера Гюнта разговаривает с будущей его невестой Сольвейг. Открою тебе, мой покойный супруг всегда был пьянчуга из самых пьянчуг. Болтался повсюду, спуская добро. А мы, сидя дома, любили с малюткой забыться за сказкой какой или шуткой. Судьбину нам вытерпеть было хитро, и радости мало, что правду мы знали. Нам скинуть бы тяготы, что нависли, да разогнать недобрые мысли. Известно, кто пьет, мечтает в печали, и вместе со мной грезил, стал быть, он, что смел королевич и злобен дракон, что дев похищают, пойми от чего. Так все и сидит в голове у него. Вот эта сила воображения появилась из-за того, что он, как сейчас бы сказали, родился в неблагополучной семье. Это одна из особенностей логики в искусстве конца XIX – начала XX веков, когда считается, что современное искусство – это продукт или следствие разложения, гниения. Вот Пьер Гюнт у нас тоже такой продукт неблагополучия. Он наделен силой воображения, потому что воображение – это такое обезболивающее, это такой вариант ухода от реальности, который позволяет облегчить боль от нахождения в этой неблагополучной реальности. И, как видите, история похожа на историю Дон Кихота. Дон Кихот у нас тоже начитался рыцарских романов, которые позволяли ему уходить в альтернативную реальность. И после этого немного сошел с ума. Пьер Гюнт не сходит с ума, но у него тоже весьма асоциальное поведение в поэме. Так вот, в силу того, что Пьер Гюнт наделен гигантским воображением, он пытается вообразить, то есть создать образ самого себя. Создать из себя что-то оригинальное. И тут он попадает в ловушку постмодернизма. Как говорил Остап Бендер, вчера у меня была минута вдохновения, и я написал гениальное стихотворение. Я помню чудное мгновение. К утру же я вспомнил, что точно такое же стихотворение написал Александр Сергеевич Пушкин. Не ожидал такого удара от классика. Вот. У Пьера Гюнта очень органично получается сочинять разные небылицы, разные фантастические истории про самого себя, которые выглядят очень, очень правдоподобно. И когда он уже доходит до кульминации, читательская аудитория
Либо в лице одного человека, как, например, в лице его матери, либо в лице крестьян, перед которыми он распинается. Вспоминает, а мы же это уже читали, это уже было, мы это уже слышали. А мать ему говорит о том, что современные рассказчики повторяют одно и то же. Да, у меня тут нет этой цитаты. Повторяют одно и то же, только чтобы чуть не узнали, одевают в бахрому. Старая история. То есть, когда вы хотите что-то новое рассказать, вы обязательно оказываетесь в ловушке повторения того, что было сказано раньше другими. Его постоянно на этом прерывают. И Пер Гюнт пытается найти свою оригинальность, ложь чужую тащит снова, к ней приладив бахрому, чтоб не виден никому был скелет вранья былого. И сыночек норовит лжи придать нарядный вид. То есть проблема не в том, что он врет, проблема в том, что все видят, что он врет. Да, что это слишком очевидная ложь для всех остальных. Вся пьеса Пер Гюнт посвящена тому, что Пер Гюнт пытается найти самого себя. Преодолеть вот этот кризис, попытаться стать оригинальным в мире имитации, в мире копий. В англоязычной критике, когда комментируют эту пьесу, обычно противопоставляют две формулы. Одна формула из Гамлета Шекспира. «Всего превыше верен будь себе, тогда как утро следует за ночью, последует за этим верность всем». Вот. И в английском переводе формула «упивайся самим собой» переведена, как мне кажется, более удачно «be true to your selfish». Вот это selfish значит «будь эгоистичным». Вот. Ну, примерно в одно время с Пер Гюнтом была написана сказка Оскаром Уайльдом, она называется «Великан-эгоист», тоже «A Selfish Giant». Пер Гюнт в попытке сохранить свою самобытность, быть самим собой, прибегает к 3 способам. Первый способ, который напрашивается, что такое быть самим собой, это действовать ради собственной выгоды. Тогда те материальные блага, которые ты приобретешь, это и есть ты сам. Та собственность, которую ты приобретаешь, делает тебя уникальным и неповторимым, отличает тебя от всех остальных. Чем торговали? Это диалог из 4 акта поэмы. «В Каролину возил я негров, не скрываю, и поставлял башков Китаю». Вот. Ну, понятно, куда и для чего он возил негров. Каролина – это Соединенные Штаты, негры – это рабы. А башки Китаю – это продукция миссионерского плана для того, чтобы христианизировать Китай в XIX веке. Или другой пример. Но я в другое предприятие вовлечь задумал этот край, решив, свезу весной им Будду, а осенью служить я буду миссионерам-христианам, возить им Библию и хлеб. За деньги труд без них нелеп. И все пошло путем желанным. Итак, быть самим собой значит думать только о своей выгоде. В чем проблема? Почему этот способ не работает? Не работает он по очень простой причине. Материальное благо легко потерять. И если вы вкладываете слишком много себя в тот материальный мир, в те материальные ценности, которые вы присваиваете, то для вас будет тяжелым ударом, если вы их потеряете. Ну, как потеряете? Пер Гюнта несколько раз там грабят, обворовывают. И поэтому через приобретение материальных благ, через бизнес, вы свою индивидуальность не сохраните, не упрочите. Второй способ. Можно заняться личностным ростом, саморазвитием, раскрыть свой потенциал, исследовать своей природе.
правильное полезное питание, здоровый образ жизни и так далее, и так далее. Во времена, когда Ибсен писал эту книгу, в Норвегии было модно такое течение, которое называлось «бегство к природе». Это идея о том, что весь вред и все пороки от цивилизации, поэтому нужно жить, как жили наши предки. Жить, как наши предки, в поэме этот возврат к природе выражают тролли, с которыми в контакт вступает Пер Гюнт. Но здесь парадокс. Оказывается, когда вы хотите следовать своей природе, когда вы хотите следовать своим желаниям, вы в еще большей степени предаете самого себя. То есть, становясь ближе к природе, вы, подчиняясь силам природы, отдаляетесь от себя. Пример. «Коли хочешь стоять здесь у власти», это говорит король троллей, дорский старец. «Ладно, похуже бывает напасти. Должен ценить по достоинству ты то, что обычаи наши просты». Вот простота обычаев – это близость к природе. Два тролля со свиными головами в белых колпаках и тому подобное выносят еду и питье. Лепешки коровьи, а мед от быка. Неважно, сладка еда или горька. Зато привозить ее нам не придется, все своего производства. Да, еда противная, но зато натуральная. И главное, своя. Вот. Ну, лепешки коровьи и мед от быка, понятно, что это такое. Я пояснять не буду, чтобы сильно не портить аппетит. Вот. Пер Гюнт. «К черту домашнюю вашу еду, вот уж на что никогда не пойду. Но чашу получит, кто выпить не прочь, а взявшему чашу достанется дочь». То есть, чтобы стать своим, чтобы стать среди тех людей, которые близки к природе, ему приходится есть противную для него еду. Дочь – это дочь короля троллей. Если он станет ее мужем, он получит полцарства дорского старца. Пер Гюнт, раздумывая. «Учит Писание умеривать плоть, я отвращение смогу побороть, ладно, пускай». И вот он так несколько раз, превозмогая себя, заставляя себя, подчиняет себя природе. Вот это парадокс. Чтобы человеку быть в гармонии с природой, ему приходится предавать свою собственную природу. Пер Гюнт с этим сталкивается. «Еще с крестьянской одеждой расстаться придется тебе ради дорского старца. Ведь мы домотканным привыкли гордиться, лишь бант на хвосте у нас из-за границы. Все свое, все натуральное, все отечественное». Ибсен над этим все время издевался, над своими патриотами норвежскими. И дальше. Пер Гюнт раздраженно. «Еще вы чего захотите? От Бога, от веры Христовой отречься мне, что ли? К чему? Не стеснен в деле совести тролль. Молись как угодно, пред нами ты прав. Суть в том, каковы твой наряд и твой нрав. А в храме любой поклоняйся химере, хоть лютого страха полно в твоей вере». Вот это особенность подчинения природе. Вы не должны изменяться внутренне, ваша задача следовать внешним ритуалам. Суть в том, каковы твой наряд и твой нрав. А думай, верь во что хочешь. Вот требований к внутреннему миру у почитателей природы нет. И поэтому Пер Гюнт не понимает, а зачем тогда? Если внутренний мир остается таким же, хотя ты вроде бы к какой-то истине пришел. А раз он остается таким же, то сохранить себя через подчинение силам природы не получится. Не получится. Вот это издержки здорового образа жизни, экологического движения и так далее. Оно тоже в конечном счете вырождается в набор штампов, в набор стереотипов, которые индивидуальности и личностной наполненности лишены.
Да, по поводу следования природе. Пуговичный мастер – это персонаж, который появляется в конце пьесы, в конце поэмы, упрекает Пера Гюнта в том, что если ты следуешь своим желаниям и не пытаешься изменить свою жизнь, мир вокруг себя, то ты попадаешь в категорию «стало быть, ты ни рыба, ни мясо», редко встречается в нынешний век, грешный воистину человек. Грешнику мало погрязнуть в дерьме, нуждается в силе он и уме. Здесь следует вспомнить два произведения. Одно было написано до поэмы Пер Гюнт, а второе уже после, как бы продолжая тему, которая звучит в поэме Пер Гюнт. В «Божественной комедии», когда Данте в сопровождении Вергилия идет в сторону ада, он замечает, что справа и слева от них мелькают какие-то неясные тени, и слышится какой-то неясный шорох. Нечленораздельный шорох и неясные бесформенные тени. И Данте спрашивает, а кто это такие, что это такое? И Данте ему отвечает, понимаешь, Вергилий, в рай человек попадает, потому что он сделал что-то хорошее. В ад попадает человек за то, что он сделал что-то плохое. А куда нам девать тех, которые не то не сё? Вот они тут и болтаются в преддверии ада. Да? Пуговичный мастер говорит примерно об этом же. Да, в поэме Томаса Эллиота «Бесполые люди» вот это те же самые обитатели, безвольные обитатели современной Земли, бесплодные. А пуговичный мастер сетует на то, что чем он занимается? Он утилизирует души людей. И он говорит, то ли дело раньше. Было ясно, вот этого человека в ад, этого человека в рай. А куда девать отходы? Не ликвид, невостребованные души. Почему они не востребованы? Потому что они целиком не грешные и целиком неправедные. И поэтому их приходится переплавлять. Как? Из 2-3 душ мы делаем одну. И он плавит из душ разных людей одну, которая и будет или грешной, или праведной. Люди измельчали. Почему? Потому что современные люди не способны на поступки. Как хорошие, так и плохие. Пер Гюнт в конце поэмы все пытается доказать, что он плохой, что он совершил плохие поступки. А ему говорят, это не грех, это не грехи, это мелкие гадости. Ты даже ад не заслуживаешь. Вот у меня есть пуговичка, туда ушко нужно, но твоей душе даже на ушко не хватит, говорит он. И последний, третий способ мы встречаем в лице женщин. Итак, третий способ – это самоотверженная любовь. Двух женщин, матери Пер Гюнта Оси и его возлюбленной Сольвейг. В самые трудные ситуации, например, когда Пер Гюнт сталкивается с судьбой бестелесной, бесформенной, но которая не дает ему двигаться дальше, это такая метафора небытия, с которой сталкивается Пер Гюнт. Этот кривой небытие почти его победило, но тут слышатся женские голоса, и с досадой кривой, это вот тот образ небытия, нежити, говорит, хранят его женщины, сладить с ним трудное дело. Чем отличаются женщины Оси и Сольвейг от остальных? Нельзя сказать, что в Пер Гюнте все женщины хорошие, а мужчины плохие. Нет, там есть и отрицательные персонажи женские, но есть и положительные. Это мать Оси и Сольвейг. Так вот, в чем отличие их отношения к Пер Гюнту и положение Пера Гюнта относительно этих персонажей? Значит, в течение пьесы Пер Гюнт проходит следующий этап. Первое – это человек, который ведет антисоциальный образ жизни, он постоянно с кем-то дерется, он постоянно кого-то задирает. В общем, он хулиган. Почему он хулиган? Потому что он не может вписаться в систему социальных отношений, а эти социальные отношения, в свою очередь, очень фальшивы. Они лживы, и поэтому они не настоящие, они слишком формализованы. Ну, например, там довольно такая история драматическая, связана с
попыткой вступления в брак Пера Гюнта для того, чтобы оформить этот брак по расчету. Пера Гюнт похитил девушку, потом, правда, ее отпустил, но за это Пера Гюнта разыскивают, обвиняют в преступлении, приговаривают к штрафу. Этот штраф выплачивает его мать, и в итоге из-за преступления сына мать полностью разорена. Когда Ося отправляется на поиски Пера Гюнта в лесу, ей односельчане говорят: слушай, мы, конечно, будем его искать, но не очень усердно, потому что мы делаем это только из христианского долга. Причем это звучит так, что из христианского долга только потому, что так положено, потому что это формальное требование. А вот любовь Оси к Перу Гюнту – это материнская любовь, и любовь Сольвейг к Перу Гюнту – это отношения эмоционально окрашенные, это отношения, наполненные личностным содержанием. И поэтому вот эти две женщины и отношение Пера Гюнта к ним, оно выделяется и делает его индивидуальным, делает его отличным от всех остальных. Почему? Потому что наша индивидуальность – это сумма личностных отношений, в которые мы вступаем. Ну, говоря просто, да? Вы стали такими, какие вы есть. Почему? Потому что у вас были папа и мама, которые вас любили определенным образом, так воспитали, и поэтому вы отличаетесь от других людей, у которых были другие родители, которые любили их по-другому. И вот если вас любят, и вы любите, то вот эта любовь отличается самой высокой степенью индивидуальности. Поэтому, чтобы быть самим собой, необходимо, чтобы тебя кто-то искренне любил, и чтобы ты искренне любил этого человека. Поэтому финал пьесы заканчивается вот на этой такой лирико-драматической ноте. Пер Гюнт осознает, что самый дорогой для него человек – это Сольвейг, пение которой он слышит в самом конце данной поэмы. Почему у нас вот этот тип отношений противопоставляется вот этому типу отношений? Потому что в конце XIX века европейская культура вступает в стадию кризиса гуманизма, и социальная система становится очень сложной, настолько сложной, что человек не понимает, как это устроено, эта система. И самое главное, он перестает воспринимать эту социальную систему как что-то свое, как что-то ему дорогое и личностно окрашенное. И поэтому у нас Пер Гюнт, перепробовав множество социальных ролей в пьесе, возвращается к тому, что личность составляет то, что вам ближе всего в доме, ваши близкие, ваши родные и ваши любимые. Вот. А социальная система противопоставляется такому типу отношений, живых и личностных. Продолжая эту тему, «Кукольный дом» – это одна из пьес, которая относится к типу театральных постановок. Она была названа «Новая драма». В русской литературе авторы, которые относятся к этому типу драматических произведений, это пьесы Чехова или Горького. Получило это название, это направление «Новая драма». Принципиальное отличие так называемой новой драмы от старой заключается в том, что в старой драме, создававшейся в обществе, где человек что-то решал, где от человека что-то зависело, от его активных волевых действий, интрига строилась на том, что люди, персонажи противостояли друг другу. Это тип конфликта, который мы встречаем, например, в шекспировском «Гамлете», в комедиях Лопе де Веги и так далее. Значит, у Гамлета убили отца, и всю оставшуюся трагедию Гамлет мстит за гибель своего отца своим убийцам. Так вот, в новой драме меняется характер конфликта. Противоположный элемент конфликта по отношению к человеку, он не конкретизирован и не локализован. Пример. Кто у нас уничтожает вишневый сад в пьесе, в комедии, кстати, Антона Павловича Чехова? Помните? Лопахин? Нет, Лопахину тоже жалко вишневый сад. Дачники. Помните? Вишневый сад вырубят из-за дачников.
Таких персонажей в пьесе нет. Но есть некая сила, часть жизни, часть среды, которая ведет к разрушению вишневого сада. Понятно, да? То есть конфликт в новой драме – это конфликт не одного человека с другим человеком, не конфликт человека с группой других людей. Это конфликт человека с жизнью. Горький на дне. Кто виноват в том, что эти люди оказались на дне? Жизнь виновата. Такова жизнь. Да? Вот. «Кукольный дом» – это пример пьесы, которая написана в такой же манере, с этих же позиций. Сюжет знаком? Ну, сейчас будут спойлеры, поэтому я прошу прощения. В пьесе описывается сверхблагополучная семья. Вот в семье все прекрасно. В семье все прекрасно. Действие начинается под Рождество. С Нового года у мужа новая должность. В семье будет больше денег. Елка нарядная. Жена, 3 детей. Все прекрасно, все замечательно. Но происходит это в одном норвежском городке. Чем у нас отличается жизнь в Норвегии и других скандинавских странах, и почему, как я сказал чуть ранее, эта литература оказалась востребованной именно в конце XIX века? Ну, те, кто из вас жил в маленьких городках, те знают принципиальное отличие. Ижевск в этом отношении город большой. Маленький городок – это когда вы в воскресенье выходите из дома, идете по улице и за 10 минут здороваетесь 15 раз. То есть это сообщества, в которых все друг друга знают. В больших городах вы никому не нужны, никому не интересны. У этого есть свои плюсы и свои минусы. Главный минус жизни в маленьких городках. За вами осуществляется тотальный общественный контроль. Тотальный. Да? Если кто-то из соседей посеял капусту на неделю раньше остальных, обсуждения будут длиться до конца осени. Да? Если ребенок получил 2, это разговоры на улице 2 недели. Ясно, да? Так вот, «Кукольный дом» происходит действие пьесы вот в такого рода маленьких городках, типичных для состояния человека, живущего в современном обществе. То есть модель отношения с людьми, которая присутствует в скандинавских городках, она экстраполируется теперь на всех. То есть поэтому все люди сейчас находятся в таком положении. Поэтому мне кажется, что скандинавская литература оказалась востребованной именно в условиях конца XIX века. Итак, в этой благополучной семье все прекрасно. Правда, есть 2 мелкие детали, абсолютно ничтожные детали. Если бы не было событий в последующем, на них мы бы не обратили внимания. Жена, во-первых, тайком от мужа ест сладкое печенье, потому что ей запретили врачи, а она ест тайком, втихаря. Вот. Но мы это знаем, да? Раз началось печенье, значит закончится все гораздо большим обманом. А во-вторых, ситуация такая. Муж приходит с работы, все прекрасно, все хорошо, и он говорит: какая ты у меня сегодня молодец. Вот тебе за это 200 крон. Нет, ты мне сегодня особенно понравилось, вот тебе 400 крон, говорит он. Значит, что в этой сцене не так? А если бы у него было плохое настроение, то жена бы вообще не получила никаких денег. То есть понятно, да, кто здесь главный, кто кому подчиняется. Дальше в семье появляется персонаж, который играет роль катализатора. Помните, что такое катализатор? Да. Это вещество, которое ускоряет реакцию, но само в нем не участвует. То есть то, что произойдет далее, оно бы произошло и так. Просто в присутствии этого человека отношения стали более ясными. Вот появляется неприятный человек, который говорит: а вы знаете, хозяйки дома Норе, у меня на вас есть компромат. А ваш муж, получив должность, пытается меня уволить. Пожалуйста, уговорите его меня не увольнять.
Что это за компромат? Ну, если кратко, Нора по поддельным документам на имя своего отца оформила кредит 10 лет назад. Кредит оформила. Эти деньги были им крайне нужны, потому что Торвальд Хельмер был очень болен, и ему нужно было как минимум год провести в теплой стране, в Италии. Если бы такая поездка не состоялась, он бы умер. И вот она обманом получила деньги, чтобы отвезти его на юг, и чтобы он там выздоровел. Она разговаривает по поводу увольнения этого человека с мужем, и муж говорит: ты знаешь, я решил его уволить первым. А дальше интересная логика. Он говорит: работник он вообще неплохой, но мы с ним учились в одном классе, и поэтому он будет думать, что он мне ровня. Это подорвет мой авторитет в глазах подчиненных. И вот чтобы люди не подумали, я его уволю. Вот всю пьесу муж будет действовать, исходя из того, что люди подумают. Это вот этот элемент. Общественное мнение. Он будет с оглядкой на общественное мнение действовать. Жена пытается уговорить Торвальда Хельмера не увольнять. Крокстеда, так зовут этого злоумышленника. Он ни в какую не соглашается, и Нора обрадовалась. Дурочка. Почему? Потому что она думает, вот сейчас он узнает, на что она пошла ради того, чтобы спасти его жизнь. Но, во-первых, это было 10 лет назад. Во-вторых, сейчас ее поступок очень сильно подрывает репутацию самого Торвальда Хельмера. И поэтому, когда он обо всем узнает, он произносит следующие реплики, следующие монологи. Сейчас я буду выделять некоторые слова жирным шрифтом. Вот смотрите. Хельмер, ты разрушила все мое счастье, погубила все мое будущее. Ужас подумать, я в руках бессовестного человека. Он может сделать со мной, что хочет, требовать от меня чего угодно, приказывать мне, помыкать мной, как вздумается. Я пикнуть не посмею и упасть в такую яму, погибнуть таким образом из-за ветреной женщины. Нора говорит: хорошо, я покончу с собой. Его реакция: ах, без фокусов, и у твоего отца всегда были наготове такие фразы. Мне-то какой будет прок из того, что тебя не будет на свете, как ты говоришь, ни малейшего. Он все-таки может раскрыть тело, а раз он это сделает, меня, пожалуй, заподозрит в том, что я знал о твоем преступлении. Пожалуй, подумай, что за твоей спиной стоял я сам, что я тебя подучил. И за все это я могу благодарить тебя, а я-то носил тебя на руках все время. Понимаешь ли ты теперь, что ты мне причинил? Итак, первое лицо, 11 число, в разных формах. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 раз упоминается местоимение «я» на 2 абзаца. То есть он думает только исключительно о себе. Да, вся семейная жизнь сосредоточена на нем. Дальше происходит чудесное событие. Любовь побеждает все. Наш злой человек находит любимую женщину, становится добрым и говорит: мне от вас ничего не нужно, я начинаю новую жизнь, вот вам этот компромат, документ, который вас уличает, забирайте и делайте с ним что хотите, и уходит. Как я сказал, это катализатор. Он в действии не участвует, он появился и исчез. Конечно же, Торвальд Хельмер очень рад, потому что все теперь останется по-старому, кроме одного.
детей он у нее отберет, потому что она преступница. А чему может научить детей преступница, уголовница? Поэтому детей он у нее отберет, а так они будут жить как раньше. А дальше он произносит еще более длинный диалог. Вот он тут, видите, на сколько страниц. Вот. Заканчивается он так. Нора, будь только чистосердечен со мной, и я буду и твоей волей, и твоей совестью. Он говорит: глупышка, как хорошо, что все закончилось так благополучно. Теперь я за то, что я тебя простил, я буду любить тебя еще больше. Потому что ты еще больше принадлежишь мне. Мужу невыразимо сладко и приятно, что он простил свою жену. Она от этого становится как будто вдвойне его собственной, его неотъемлемым сокровищем. И тут Нора все поняла. Что, Нора? Нора все поняла. Поняла? Я думала, кончили разговор. Нет, лучше бы она так сделала с точки зрения Торвальда Хельмера. Она поняла, и отсюда название пьесы, что она никогда не была человеком, она была куклой до замужества в доме отца, после замужества в доме мужа. И как человека ее никто не рассматривал. И поэтому она принимает решение бросить мужа и детей. Он пытается ее остановить. И вот смотрите, я вам обещал про красноармейца Сухова, да? Хельмер пытается ее остановить и говорит: ты прежде всего жена и мать. А Нора ему в ответ: я в это больше не верю, я думаю, что прежде всего я человек. То есть понятие человек противопоставляется вот этим двум понятиям. По крайней мере, так же, как и ты, или по крайней мере, должна постараться стать человеком. Помните, да, женщина, она тоже человек. Очень, кстати, часто встречающееся утверждение в конце 19 начале 20 веков. Знаю, что большинство будет на твоей стороне, Торвальд, и что в книгах говорится об этом же роде, но я не могу больше удовлетворяться тем, что говорит большинство и что говорится в книгах. Мне надо самой подумать об этих вещах и попробовать разобраться в них. То есть здесь уже в реалистической форме мы встречаем ту же тему, которая была в Пер Гюнте. Там Пер Гюнт на фоне фольклорного ландшафта искал самого себя, стремился обрести самостоятельность. Здесь главным врагом Норы становится семья. Хотя семья есть и негативно описывается и в Пер Гюнте. Но там в романтическом контексте, а здесь уже контекст реалистический. И заканчивается вот этой вот репликой. Это у нас феминизм грохочет захлопнувшимися воротами. И после этой пьесы, не только этой, но это самое известное, Ибсен считается таким кондовым, последовательным феминистом. И его произведения ставят в один ряд с классиками произведений, которые борются, ставят проблему женского равноправия. Вот. Так, ну вот это все на сегодня, что я хотел вам рассказать.